Добрый день, дорогие любители спорта, уважаемые любители вольной борьбы. Сегодня у нас 8 марта, и во Дворце спорта «Триумф» начинаются финальные поединки 12-х международных соревнований по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Ну, и в вступлении, да, хотелось бы прежде всего поздравить с Международным женским днем наших милых дам. Ну, а теперь финалы. Поединки за медали пройдут одновременно на двух коврах, на коврах А и Б. Ну, а мы постараемся, да, сосредоточиться на центральном ковре, где пройдут финальные поединки. Вот. Турнир Романа Дмитриева в этом году, он приурочен к 50-летию триумфа наших легендарных борцов Павла Пинигина, Романа Дмитриева и Александра Иванова на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Ну, тогда мы помним, да, Павел Пинигин стал чемпионом, Роман Дмитриев и Александр Иванов стали обладателями серебряных наград, выступая и защищая честь Советского Союза и Якутской школы борьбы. Это был триумф, да. С тех пор прошло 50 лет, без малого, да, полвека. Так, ну, сперва, да, на ковер выйдут борцы весовой категории 57 килограммов. Это схватка за бронзовую медаль. Два якутских борца, Никита Элясов и Михаил Осипов. Ну а затем, соответственно, состоится финал в этом же весе, где золото турнира Романа Дмитриева поспорят Федор Павлов из Красноярска и Анатолий Иванов, Республика Саха-Якутия. Но это на наших экранах Никита Элясов. Его соперник Михаил Осипов. Оба борца, да, накануне уступили Анатолию Иванову. Ну а на параллельном ковре также проходит схватка двух якутских борцов за бронзу между Александром Ждановым и Альбертом Аканушкиным. На турнире 26 года всего приняло участие в 10 весовых категориях 127 борцов. Более 90 из них это якутские борцы, а остальные это команды из зарубежных стран, Монголии, Китая и Молдовы, а также регионов России, Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края. Ну, надо признать, что в этом году турнир Романа Дмитриева не такой уж и представительный, да, как того хотелось бы, но тем не менее, главное, что турнир состоялся. По счету это 12-е соревнования в памяти нашего великого борца, заслуженного мастера спорта Советского Союза, заслуженного тренера России и СССР Романа Михайловича Дмитриева. И весьма символично, да, что турнир проходит именно в эти сроки 6, 7, 8 марта ежегодно. Потому что, да, кстати, да, вчера вот 7 марта Роману Дмитриевичу исполнилось бы 77 лет. Из 10 весовых категорий в финалах представлены 4 якутских борца. Напоминаем, что организаторы, да, ну и тренерский штаб
команды Якутии, ну, ставил перед турниром медальную планку, завоевать как минимум 3 золотые медали. Ну и пока этот план, ну, я не скажу, что выполнен, но теоретические шансы есть. Но будет сложно. Будет сложно. Будем посмотреть. Пока что это схватка за бронзовую медаль. Михаил Осипов и Никита Ильясов 1-0. Ведет борец в синем трико. Михаил Осипов, ну, достаточно, да, известный и опытный борец. 2 года назад Михаил становился бронзовым призером первенства России. Медалистов, да, первенств России в этом возрасте, да, ну, в этом составе у нас очень мало. Их практически можно сосчитать на пальцах одной руки. Ну да, Никита Лесов сейчас, ну, рисковал. Пытался, да, провести прием лампочку, но не получилось. Ну и первый период на этом почти завершается. Да, видим мы на заднем фоне министра спорта республики Леонида Николаевича Спиридонова, а также, да, заслуженного тренера России и мастера спорта Петра Петровича Юмшанова. Представителей республики Саха-Якутия. Одного из, да, руководителей Федерации спортивной борьбы России. Никита Ильясов, его, да, секундирует тренера Чурапчинской школы Альберт Макаров и Данил Романович Неустроев. Ну, а Михаил Осипов, его, да, секундировал Степан Петрович Сивцев, тоже наш уважаемый и заслуженный тренер. В категориях 86 килограммов, 97 килограммов и 125 килограммов участников не столь много. Поэтому и там медали разыгрывают по круговой системе. Так что мы сегодня там увидим в категории 86 килограммов 5-й круг. В категории 97 килограммов 3-й круг. И в категории тяжеловесов 125 килограммов тоже 3-й круг. Мы с вами посмотрим. Но, насколько я знаю, там победители почти уже ясны. Почетные гости. Кстати, да, Петр Юмшанов буквально, да, в феврале получил высокую награду от президента Российской Федерации Владимира Путина. Павел Павлович Пинигин, олимпийский чемпион наш, уважаемый человек. Как всегда, подтянутый, да, в тонусе. 4-0. Михаил Осипов, да, поймал на ошибке Никиту Ильясова и провел успешную атаку. 4-0. Подловил, скажем.
финале после этой схватки сойдутся на ковре Федор Павлов из Красноярска и Анатолий Иванов, Республика Саха. Ну и схватка завершается. Михаил Осипов, ну да, завоевывает первую медаль. Соревнования 26 года. Со счетом 4-0 он одерживает победу над Никитой Алясевым. Ну а на другом ковре вторую бронзовую медаль в этом весе получает Александр Жданов. Он одержал верх над Альбертом Аканушкиным. Бронзовый призер. Республика Саха-Якутия. Итак, сейчас на центральном ковре приглашаются участники поединка за золотую медаль в категории 57 килограммов. Вот он, Федор Павлов, Красноярский край. Молодой парень, да, но уже достаточно опытный участник Кубка Ивана Ярыгина в Красноярске этого года. На турнире, Ярыгинском турнире, Федор Павлов уступил нашему Льву Павлову. Если вы помните, если вы смотрели, да, тот поединок завершился со счетом 6-0, да, в пользу лидера якутской команды. Но в этом турнире, на турнире Дмитриева, Федор Павлов, ну, показывает себя с очень хорошей стороны. И буквально, да, вчера накануне провел 4 схватки и во всех одерживал победы над якутскими борцами. Его соперник Анатолий Иванов. Еще один воспитанник Чурапчинской школы борьбы. Тоже вчера, да, показал ряд, ну, качественных поединков. И это финал. Пока, да, прессингует Анатолий Иванов и добивается первого предупреждения сопернику. Да, показывает несколько, да, проходов. Блокирует руки Анатолий. Что весьма символично, да, смотрите на арбитра. Это наша Виктория Алексеева, ведущий судья республики. Ну а боковым судьей тоже работает девушка Виолетта Махарова, мастер спорта России по женской борьбе. Тоже, да, перспективный судья. Сегодня, да, Международный женский день. Наши, да, прекрасные половины работают на ковре. Это Юрий Афанасьев, тренер Анатолия Иванова. Юрий Афанасьев тоже, да, в прошлом очень хорошо боролся. Неоднократный, да, чемпион республики и всероссийских турниров. Сейчас, да, плодотворно работает в Чурапче. Анатолию сейчас требуется небольшая медицинская помощь. Но он продолжит. А это Федор Павлов, воспитанник Красноярской школы вольной борьбы. Неожиданный финалист, я бы сказал, нашего турнира.
Итак, у нас, да, схватка продолжается. И через секунду-другую счет на табло станет 0-1 в пользу Анатолия Иванова за счет пассива Федора Павлова. Хороший, да, проход. И 2-0. 2-0. 2 балла. И еще 1 балл за пассив. Хорошая работа в партере. Есть переворот накатом. 5-0. Включился, да, и в этот момент, да, когда была медицинская пауза, наверное, да, Анатолий визуализировал, да, вот эту атаку, может быть. А теперь, да, еще кровь не останавливается из рта, да. Видимо, откусил, возможно, да, губу в одном из столкновений. Буквально вот несколько секунд назад, да, счет был 0-0. Не успели, да, оглянуться, как на табло уже 5-0 в пользу Анатолия. Он продолжит, да, атаку сейчас. До конца первого периода остается минута и 6 секунд. Ну, турнир Романа Дмитриева — это традиционно юниорский турнир. Здесь возраст всех участников от 18 до 20 лет. Так что мы должны запоминать всех наших борцов, которые выступают. Это наш резерв, ближайший резерв, завтрашний день якутской борьбы. За те борцы, за кого мы будем болеть и переживать, ну, в ближайшем будущем, да. И опять снова у нас, да, медицинская пауза. Тут, да, борцу дается определенное время, да, по-моему, 2 минуты или 3 минуты. Нужно, да, дабы избежать дисквалификации. Снятие врачом. Надеюсь, до этого у нас не дойдет. Все-таки. Ну, видимо, да, рана все-таки серьезная. 5-0 Анатолий Иванов ведет. Ну и в таких моментах, да, сбивается темп схватки. Все, да, схватка продолжается. 35 секунд до конца первого периода. Анатолий Иванов. Без оценки действий. Ну и борцы уходят на перерыв при счете 0-5 в пользу Анатолия Иванова. Но 5-0 это достаточно комфортное преимущество. Хороший отрыв. Но в любом случае, да, расслабляться не стоит. Вот она была атака. И отличный переворот накатом. 5-0. Яркие моменты первого периода. Данил, не устроив, дает последние наставления перед вторым поединком, периодом. Ну, сейчас, да, очень интересно, будет ли атаковать, продолжать Анатолий Иванов, либо уйдет в глухую защиту. Ну, пока видим, что нет, да, активен сейчас Иванов. Ну и очень удобно сейчас будет, наверное, да, подловить на контратаках, ошибках соперника.
Да, пока грамотно обороняется Анатолий. Ну а Федору Павлову из Красноярска сейчас нужно рисковать, атаковать, раскрываться. Да, и неплохой проход получается, да, в правую ногу от Федора Павлова. Но пока действие без оценки. Что будет сделать? Да, но 1 балл зарабатывает. Отыгрывает 1-5. 1-5. Времени еще много для него. Счет у нас 1-5. И на табло минута 35 секунд до конца схватки. Очередная попытка пройти в ноги. Да, и что здесь будет? Смотрим на судью. 1 балл отдают, да, Федору Павлову. Да, сейчас новые правила из положения в партере. Тоже дают балл. У нас на табло 2-5. И психологическое преимущество сейчас на стороне, наверное, красноярца, который, да, активно атакует и набирает уже 2-й балл, рабочий балл. Ровно минута остается. Попытка, да, взять. И хорошая контратака. И опасное положение. Но выходит из этого 2-7. Еще 1 балл Федору Павлову. 3-7 у нас на табло. Работа в партере. Получится? Нет? Нет, да. 3-7, но отрыв 4 балла все равно сохраняется. 34 секунды до конца схватки. Тут даже, да, смотрим, доктор очень сильно по глазам переживает за Анатолия Иванова. Обоюдный захват. С подмышек, да. Попытка провести бросок. Но прочитал Анатолий Иванов. Сейчас, да, Анатолий Иванов пытается еще взять свои баллы. Пока не дают. Завязка. Последние секунды. 2 балла сейчас, да, берет Федор Павлов. 5-7. Всего 2 очка отрыва. Но, да. Ну, неплохую, да, финальную схватку мы посмотрели. Зрелищную, яркую, атакующую, результативную схватку. Видно, что, да, оба борца выложились по полной. Ну и мы поздравляем Анатолия Иванова с заслуженной наградой, золотой медалью турнира памяти Романа Дмитриева. Категория 57 килограммов. И первое золото в копилке якутской команды. Ну а Федор Павлов, да, показал тоже характер, свои бойцовские качества, волевые. На первый план приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Борьба за 3-е место ведут Да. Максим Григорьев, Кындыл Местников, представители Республики Саха-Якутия. На ковре Б поединок за 3-е место весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Артур Макаров, Итак, дорогие друзья, сейчас 2 схватки, бронзовые медали, схватки за. Ну, предлагаю перейти на ковер А. 61 килограммов, где, да, Максим Григорьев и Кындуль Местников. 2 лидера, наших лидера. Вот они в красном трико Максим Григорьев. Ну и его соперник Кындуль Местников. Григорьев родом из Усть-Алданского Олуса, воспитанник столичной ДЮСШ номер 3 имени Валерия Керемясова. А Кындуль Местников, он из Чорапчи.
такая, да, классическое противостояние двух, ну, ведущих борцовских школ Усть-Алдана и Чорапче. Предполагаю, будет равная борьба. Что Григорьев, что Местников — это два лидера. Но немного, да, грустно, что они оспаривают только бронзовую медаль. В финале здесь мы посмотрим схватку между Юрием Винокуровым и Ачиром Циденовым. Василий Николаевич Гоголев, заслуженный мастер спорта, наш, да, почетный гость соревнований, и Николай Николаевич Константинов. Здесь пока 0-0. Ну, понятно, дело. Максим Григорьев и Кундуль Местников очень хорошо знают друг друга, да. Не первый раз между собой встречаются. Но они не погодки. Кундуль Местников, насколько я знаю, да, чуть постарше будет. Александр Кантоев. В недалеком прошлом наш прославленный борец, лидер команды. Сейчас работает в училище Олимпийского резерва заместителем директора. Ну и надо сказать, что училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева является одним из главных организаторов соревнований. Руслан Захаров, директор Дзишор Мегина Калгаласского Луса. В Мегино-Калгаласском районе, да, сейчас тоже борьба, детская борьба особенно сильно развивается. Массовость очень высокая. Это, не знаю, не понаслышке. Работают молодые тренера с огоньком в глазах. И будем надеяться, что через некоторое время мы увидим первых ласточек, да, Мегинской школы борьбы. Ну а пока Максим Григорьев ведет 1-0. Да, и, кстати, вот мне напомнили, да, подсказали, что Анатолий Иванов, который, да, стал чемпионом в категории 57 килограммов, родом из Жиганского района. Это, да, земляк олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. И весьма символично, да, и так, да, это, получается, очень хорошая история. Анатолий Иванов из Жиганского района становится чемпионом турнира памяти Романа Дмитриева. Поединок за третье место идут представители команды Республики Саха-Якутия. Второй период. Рафат Григорьев. Максим Григорьев, Кундуль Местников. Ну, хочется, чтобы во втором периоде все-таки была более такая зрелищная, яркая борьба. Да, Кундуль атакует сейчас. Он активен. Да, Кундуль атакует. И сейчас, мне кажется, да, Максиму Григорьеву будет дан пассив. Да, в этом столкновении Максим Григорьев получил по затылку. Но показывает, что готов. Да, схватка продолжается. И со свистком, да, сразу Максим Григорьев бросается в ноги. Ну, эти такие, да, небольшие борцовские хитрости. И сейчас он в более выгодном положении. Вот, да, о чем мы говорили, 3-0. И, да, за вхватом руки
Еще один переворот накатом. 5-0. Максим Григорьев, да, очень грамотно и умело использовал вот эту микропаузу схватки и воспользовался. Это тоже приходит с опытом. Не всегда, но... да, а здесь наоборот, да, Кундуль Месников проводит свою атаку. 2-5 и работает сейчас отчаянно в партере. Ну да, 2-5. 2-5, минута 48. Ну, неплохая схватка, я бы сказал. Во втором периоде особенно. Да, очень хороший проход на пятки. И у нас счет 4-5 уже. Сократил, да, отставание до минимума Кундуль. 1,5 минуты. Но Максим Григорьев пока впереди. Но Кундуль, да, во втором периоде очень активен, но чересчур за это и поплатился. Максим Григорьев очень ловко подловил. И у нас разница в баллах 3 очка. Счет 4-7. Забегание. Последняя минута идет. Кундуль Месников, да, пытается отчаянно прорваться, но Максим Григорьев пока блокирует атаки. Да, сейчас Григорьев все правильно делает. Он не дает, да, дистанцию. Держит плотный захват и пока ничего не дает сделать. 4-7. Остается 19 секунд уже всего, да. Максим Григорьев защищается, а Кундуль Месникова сейчас спасет только, наверное, 4-бальный бросок. И схватка на этом завершается. Поздравляем Максима Григорьева с бронзовой медалью. Трудовая медаль для него. Видим, что, да, сильно рад этой победе. Да, и видим, что, да, есть свои болельщики у Максима. Да, и Григорьев подбадривает соперника, что тоже очень похвально. 12 международных соревнований по вольной борьбе среди Максим Григорьев одерживает победу, а на параллельном ковре победителем становится Артур Макаров, который, да, одерживает победу у Семена Сивцева. Там тоже, да, бронзовая медаль оспаривали якутские борцы, и Артур Макаров становится обладателем второй бронзовой медали в категории 61 килограммов. на ковре борьба за первое место весовой категории до 61 Итак, приглашаются на центральном ковре на очереди финал весовой категории 61 килограммов. Противостояние, да, борцов с школ Бурятии и Республики Саха. В красном трико Юрий Винокуров. В синем Ачир Циденов. Юрий Винокуров, да, вчера, да, кстати, победил Кундуля Месникова, а в полуфинале Максима Григорьева. первой категории боковой судья Алексей Гоголев, судья первой категории.
Да, очень активен сейчас бурятский борец. Но и Юрий Винокуров, да, контролирует руку соперника. Ну, да, пока, мне кажется, да, активен все-таки борец в синем трико. Но центр ковра держит именно Юрий Винокуров. За это и подают первый пассив Цыденову. Устное предупреждение. Юрий Винокуров в прошлом году стал, да, медалистом турнира Романа Дмитриева. Ну, на турнире Корткинском прошлой осенью Винокуров занял 5-е место в этом весе. Провел ряд хороших схваток и в свои, да, без малого 18 лет стал призером. И чуть ли не стал, да, призером Корткинского турнира. Еще раз напоминаю, это финал в категории 61 килограммов. Призеры весовой категории 57 килограммов просьба срочно пройти для выхода на награждение. Так, хорошая завязка. Но ничего здесь нету. Без оценки. Счет у нас 1-0. Юрий Винокуров повел за счет пассива Цыденова. Арбитр на ковре. Мастер спорта по вольной борьбе и мастер по борьбе Хапсагай Сергей Семенов. Ух ты, какой, да, сейчас прием сделал Ачир Цыденов и зарабатывает 2 балла. И идет на такой, да, переворот. Пытается вчера вот этим, да, приемом он выиграл несколько схваток. Возможно, может быть, его фирменный коронный прием. Но в финале пока не получилось. На центральном ковре борьба за первое место. Весовая категория 61 килограмм. Ведут в красном трико Юрий Винокуров, Республика Саха-Якутия. Его соперник Смотрим, да, представитель команды через захват мельницу он довел до конца. И, ну, это мельница, да, считается. Да. Потом было опасное положение. И 2-1. Ну, Юрию Винокурову сейчас надо взвинтить темп. Добавить обороты в своих атаках. Попытка, да, пройти в ноги. Да, Павел Пинигин очень-очень внимательно наблюдает за этой схваткой. Дергается, да, сидит. Как будто сам, да, визуально борется мысленно. Не отводит глаз олимпийский чемпион. Так же, как и Василий Гоголев, да, вот вы можете наблюдать за ними на заднем фоне. Наши, да, прославленные борцы. Ох, здесь 4 балла, наверное, будет, да, или нет? К счастью, 2 балла. Хотя бросок был весьма амплитудный со стойки. 4-1 Ачир Цыденов прибавил 2 балла к своим 2. Да, и времени остается минута 45. Юрию Винокурову надо работать первым номером.
Еще одна попытка. Нет, здесь все-таки будет стойка. Последняя минута. Итак. Хороший проход, очень быстрый, молниеносный. С дальней дистанции. И Юрию сейчас нужно, да, 2 балла нам очень нужны. Как воздух. Есть 2 балла. 3-4. И в партере давай еще один переворот попытаться. Нет, ну здесь да, с небольшой ошибкой делает. И сам едва не попадается на контрприем. Что бы здесь было? Действие без оценки. Хотя было очень опасно. Было опасно, да. 3-4. 3-4. И бурятский борец впереди. Остается 30 секунд. Концовочка периода. Ну, последние секунды мы привыкли, да, это называть время Виктора Лебедева. Как он? Да, здесь 2 балла. Юрий Винокурова красиво сейчас, да, исполнил этот бросок. Будет ли челлендж, не знаю, но нету, да, нету. Нет, все-таки есть. Да, 9 секунд остается. И посмотрим мы, наверное, на повторе, да, вот этот бросок. Оценку судей. Обоюдный захват. Да, по 2, да, или 1, или 2. Ну, да, достаточно спорный эпизод. Ну, не знаю сейчас. Главным судьей нашего турнира работает судья из Дагестана Амарасхаб Курамагомедов. Опытный специалист. Судья. И он вынесет сейчас свои решения. Два балла красному. 2 балла борцов в красном трико. И челлендж проигран. Счет у нас должен стать 6-4, да? Остается 9 секунд. И Ачир Циденов сейчас будет, да, рисковать, идти на пролом, идти в банк. Взял он, да, опасный захват. И нет. Нет. Время истекает. И Юрий Иванов, молодец, да? Красивым броском за 19 секунд до конца схватки выигрывает поединок. Ачир Циденов, да, очень так любезно подает руку арбитру. И победу одерживает Юрий Иванов. 2 золота в копилке сборной республики. Напоминаем, да, медальная планка на турнире было 3 медали как минимум. И пока неплохо идем. Еще впереди 2 финала с участием якутских борцов. Теперь смотрим, да, смотрим ну, наиболее яркие моменты этой схватки. Их было предостаточно, да. Финальная схватка завершилась со счетом 6-4. Юрий Иванов. Нет, Юрий Винокуров. Ну а сейчас, да, насколько я понимаю,
состоится церемония награждения победителей весовой категории 57 килограммов. Начинается торжественная церемония награждения победителя Давайте посмотрим. весовой категории до 57 килограммов. Награждение медалями, дипломами и денежными сертификатами победителя и призеров, а также тренеру чемпиона происходит министр политической культуры и спорта Республики Саха-Якутия Леонид Николаевич Спиридонов и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью строительной компании «Династия» Андрей Васильевич Руденко. За третье место бронзовой медалью награждаются Александр Штанов, Михаил Осипов, Республика Саха-Якутия. Обладатель серебряной медали Федор Павлов, Красноярский край. Победитель весовой категории до 57 килограммов Анатолий Иванов, Республика Саха-Якутия. За подготовку победителя награждается тренер Виталий Корякин. Еще раз поздравляем победителя и призеров весовой категории до 57 килограммов. Победителю весовой категории до 57 килограммов Анатолию Иванову присуждается специальный приз. Приглашается представитель Олимп мебели Альмира Рудольфовна Петрова. Победителю вручается специальный приз. Вручает Альмира Рудольфовна Петрова, представитель компании «Олимп Мебель». В честь победителя звучит государственный гимн Российской Федерации.
На этом торжественная церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 57 килограммов завершается. Итак, да, мы только что посмотрели церемонию награждения победителя и призеров весовой категории 57 килограммов. И что весьма символично, да, еще раз напоминаем, что Анатолий Иванов, да, триумфатор в этом весе, уроженец Жиганского района, то есть земляк, да, Романа Михайловича Дмитриева. Ее тренер тоже, да, еще один жиганец, Виталий Корякин. Очередная схватка за бронзовую медаль. Весовая категория 65 килограммов. Арчин Данилов в красном трико и его соперник Валерий Алагуев из Иркутской области. Арчин Данилов, воспитанник Сунтарской школы борьбы. В финале в этом весе золотую медаль поспорят якутский борец Артур Попов и монгол Анх Эрдене Алтангарел. Так, за это с 2026 года дается балл за выталкивание ковер соперника. В таком положении, да, дается 1 балл. И у нас на табло 0-2. Впереди Валерий Алагуев. На ковре А за третье место борется Вячеслав Стручков, Республика Саха-Якутия, за Виктор Барой, Республика Бурятия. Да, тем временем на ковре А скоротечно завершается одна схватка за бронзовую медаль. Зарикто Бароев из Бурятии одерживает досрочную победу над Мичелом Стручковым. Еще 1 балл, да, бурятскому борцу. Счет на табло 0-4. Первый период здесь завершается. Ну, Арчину Данилову пока приходится очень тяжело. Еще 2 балла отдает, но 1 зато забирает. 8-1. Там был проход за спину и переворот сразу сходу накатом. 2+2. Но 1 балл все-таки Арчин Данилов отыграл. — 65 килограммов. Еще раз напомним, да, в финале здесь будут бороться Артур Попов и Анх Эрдене Алтангарел. Одну бронзовую медаль уже завоевал бурятский борец Зарикто Бароев. И сейчас, да, что-то
Возможно, да, если так и продолжится, то 2 бронзы уйдут, да, нашим гостям из Бурятии и Иркутской области. Но зато у нас будет шанс побороться за золото. В этом весе Артур Попов против борца из Монголии. Опасный пал. Да, ну, Алагуев очень хорош. Впрочем, и вчера он, да, показывал яркую борьбу. И здесь берет 2 балла. 10-1. И, наверное, скорее всего, будет, да, переворот накатом. Хотя нет. Полторы минуты. Аршин Данилов и Валерий Алагуев. Стойка. Минута 6 секунд остаются. Ну а мы находимся в ожидании финала в этом весе. Защищается сейчас Алагуев от прохода Аршина Данилова. Еще одна попытка, но на контратаке. Да, к сожалению, это 12-1. И досрочная победа за 5 секунд до конца схватки. Валерий Алагуев одерживает очень-очень уверенную победу. Ну а сейчас состоится финал. Представитель команды Иркутской области и стал бронзовым призером. Победитель, призеры весовой категории до 61 килограмма, просьба пройти для входа на награждение. Победитель, призеры весовой категории Смотрим за 61 килограмма, просьба пройти для яркими моментами этого поединка финального. На центральный ковер приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов за первое место. Артур Попов, Республика Якутия, Анна Эрден, Алтангерел. Итак, финалисты весовой категории 65 килограммов. Артур Попов, Республика Саха-Якутия, и его соперник из Монголии Анх Ардене Алтангерел. Артур Попов тоже один из наших перспективных юниоров. Ну а соперник очень грозный. Анх Эрдене Алтангерел вчера показывал очень искрометную борьбу. Выигрывал у своих соперников очень крупно, по 10-0 даже было, не помню, 2 схватки его. Так что, да, Артуру сейчас предстоит тяжелая схватка. Команда Монголии, да, кстати,
привезла очень много участников, что очень, да, похвально. Но это у них единственный финалист. Кстати, да, на следующей неделе, ровно через неделю, в воскресенье, состоится матчевая встреча в рамках юбилейных мероприятий нашего олимпийца Александра Николаевича Иванова, 75-летием. И, насколько я знаю, да, там встречаются команды Республики Саха, Якутия, команды Бурятии и Монголии. На следующей неделе, да, вот эти три команды проведут совместные сборы здесь, в Якутске. Ну а под конец... Так, что здесь? Смотрим на оценку арбитра. 1 балл дают монголу. И счет уже 2-0. По одному он собрал, да, вот эти 2 очка. И рабочие баллы оба. Не за счет пассива соперника, а такие, да, рабочие баллы. Ну, Артур Попов всегда борется, да, открыто. Он очень результативный. И, наверное, сейчас посмотрим, да. В атакующем стиле обычно борется. Да, и вот Артур Попов, его брат, старший брат Эдуард Попов, двукратный бронзовый призер первенства страны, неоднократный победитель чемпионатов, ну, первенства Дальнего Востока и Республики. Внешне они очень похожи, да, родом из поселка Тулагина, пригородного поселка города Якутску. Ну а занимается борьбой в Чаротимской школе-интернате. Многие его путают, да. — 2-0, и на этом завершается первый у нас период. На центральном ковре за золотую медаль идут борцы весовой категории до 65 килограммов. В красном трико Артур Попов, Республика Саха-Якутия. В синем трико РТД Алтан Герел, представитель команды Монголии. 3-0. Нет, 2-0. 2-0. Монгольский борец впереди. Вот он, Эдуард Григорьев, наш, да, известный и титулованный в недалеком прошлом борец. Эдуард совсем недавно завершил спортивную карьеру и сейчас, да, работает тренером в родном Великом Улусе. Ох ты! Сейчас, да, пошел в атаку Артур Попов, но попался на бросок, который оценили пока в 2 балла арбитры. Ну, наверное, мы посмотрим здесь тоже за повтором, потому что бросок был интересный и красивый. Четыре балла дали. Балла. И монгол, да, продолжает атаковать. Так, что здесь будет из такого положения? Мне кажется, да, балл. Да, все-таки дали Анх Ардене Алтан Герелу.
И у нас до конца встречи остаются 2 минуты 12 секунд. Но Артур Попов. Надежда, как говорится, умирает последней. Да, и продолжает атаковать. Здесь надо взять 2 балла. Все-таки берет, да, и 2-7, дорогие друзья. Немного оживляемся. И что здесь будет скрестный захват. Надо до конца провести, довести. Нет, все-таки, к сожалению, нету. Но был момент, да. Атака продолжается. Нет. Минута 42 секунды и отрыв в 5 баллов. Не стоять. Надо найти момент и атаковать. Ух ты! Вот это бросок. Как оценят арбитры? Мне кажется, 4. Дайте 4. Дайте 4. Все требуют 4. Михаил Васильевич требует 5 баллов. Наговицын, да? Да. 5 баллов, говорит. Так и челлендж с нашей стороны. Ну, я не успел посмотреть, как оценил сам арбитр. Ну, давайте смотреть повтор. Было красиво. Но непонятно. Так. Всего 2 балла дали. Всего 2 балла. Так, и челлендж Юрий Афанасьев, тренер Артура Попова. Ну, просит 4 балла. Ну, 5 баллов, мне кажется, это слишком, но 4 можно. Почему нет? Бросок был со стойки. Ну, тут, видимо, да, о том, что... Ну, не знаю. 4 балла смело, мне кажется, можно дать. Фаул Пинигин. Спокоен. Олимпийское спокойствие, да? Так. Вот он. Итак, слушаем. 4 балла красному, челлендж выигран. 4 балла красному и челлендж выигран. У нас счет 6-7. Остается 1 минута. Ровно минута. И да, интрига у нас появляется. Но Анх Эрдене Алтангарел, да, бросается в ноги. Не стал, да, дожидаться атаки соперника. И, как говорится, лучшая защита — это атака. И 2 балла сейчас берет. 2 балла. Нет, Артуру дали. 8-7. Будет ли челлендж? Мне кажется, да, должен быть прилететь сейчас челлендж и от монгольской стороны. Ну, веселая схватка, да? Схватка будет веселая. На табло уже горят 10-7, дорогие друзья. Было 6-7, стало 10-7. Ну да, неоднозначный эпизод.
Итак, слушаем. 2 балла Артуру. 2 балла красному. И челлендж проигран. И 11-7. Будет сейчас... Нет. 2 балла красному. 2 балла синему. И 10-9. 10-9. Остается 33 секунды. Монгол, естественно, атакует. Идет ва-банк. У нас был 4-бальный бросок. И в случае равенства, да, по качеству оцененных оценок, Артур может победить. Но поэтому, да, монгол все понимает и идет на... Хочет выиграть 2 балла. Слишком убегать тоже не надо. За это могут покарать. 8 секунд, 7. Монгол атакует, но тщетно пока. 3, 2, 1. Да, и Артур Попов вытаскивает, казалось бы, да, проигранную схватку. Я забыл, да, сколько там был счет при... в первом периоде. 1-6 или 1-7 было, да? Но Артур Попов отыграл все эти баллы. И вышел вперед 10-9. Со счетом, да, Артур побеждает. Поздравляем мы Артура и сборную республики с 3-й золотой медалью, да. И медальная планка у нас уже выполнена, скажем так. Но останавливаться на этом не стоит. Еще один финал нас ожидает с участием якутского борца. Смотрим за яркими моментами этого поединка. Ну а сейчас состоится награждение победителя и призеров весовой категории 61 килограммов. Давайте посмотрим. Двукратный чемпион Европы, 3-кратный чемпион СССР, обладатель Кубка СССР, серебряный призер чемпионата СНГ, бронзовый призер чемпионата мира, призер Кубка мира, победитель игр доброй воли 1986 года, заслуженный мастер спорта Дмитрий Румович Ушницкий, директор общества с ограниченной ответственностью Сибнов, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе. 3-е место заняли бронзовые призеры Артур Макаров, Максим Григорьев, представители команды Республики Саха-Якутия. Победитель и призеры награждаются медалями, дипломами и денежными сертификатами, а также награждается тренер победителя. Второе место. Серебряный призер Ачир Цыденов, Республика Бурятия. Первое место победитель Юрий Винокуров, Республика Саха-Якутия. Награждается тренер победителя Прокопий Семенович Иванов. Специальным призом награждается победитель Юрий Винокуров от компании «Теплый край», руководитель Нургустан Иванович Иванов. В
В честь победителя звучит гимн Российской Федерации. Церемония награждения. Так, церемония награждения победителей и призеров категории 61 килограммов. А на этом завершается чемпион Юрий Винокуров. Серебряный призер Ачир Циденов. И на бронзовом пьедестале два якутских борца Артур Макаров и Максим Григорьев. Так, давайте сейчас посмотрим, да, мы с вами на ковер Б приглашаются борцы. да, на бронзовую схватку, весовая категория 70 килограммов. Агван Булгатов, Республика Бурятия, и Айкар Марков, Республика Саха-Якутия, Мегина, Кангаласский улус. В другом полуфинале будут бороться, в другой схватке за бронзовую медаль будут бороться Руслан Бадмаев, Бурятия, и Сергей Некрасов. Ну, мы с вами покажем, наверное, да, все-таки схватку с участием, да, Айкара Маркова, Сергея Некрасова. Мы вчера показывали вам 3 раза. Айкара Маркова еще не показывали. Это очень тоже хороший, перспективный наш борец. И давайте посмотрим на Айкара Маркова. Его соперник из Бурятии Агван Булгатов. В финале, да, в этом весе, это категория 70 килограммов, будут бороться Данил Пилия из Санкт-Петербурга и Алан Ондар, Республика Тыва. Да, ну, пока не очень активен Айкар Марков. И сейчас, да, через секунд 10 счет на табло станет 1-0 в пользу борца в красном трико. Но зато у нас сегодня, да, порадовали наши финалисты. Анатолий Иванов в категории 57 килограммов. Юрий Винокуров 61 килограммов и Артур Попов 65 килограммов. Все выиграли свои золотые финалы. Ну, особенно порадовал, да, Артур Попов, который показал свои волевые качества
Проигрывал он после первого периода крупно, скажем так, да, со счетом 7-1, по-моему. И в итоге выиграл 10-9. Добавил много положительных эмоций нам. Ну, а впереди еще финал с участием якутского борца. Это следующая категория, 74 килограммов. Мы будем болеть за Алексея Захарова. Тем временем, да, на ковре Сергей Некрасов на туше одерживает победу над Русланом Бадмаевым. На ковре шестой чернинскую победу держал становится бронзовым призером Сергей Некрасов, Республика Саха-Якутия. На центральном ковре поединка за третье место в категории до 70 килограммов. Первый период 3-0. Ну, ждем мы от Айкара более, да, атакующей борьбы, скажем так. Это у него схватка за медаль. И надо выложиться, раскрыться по полной программе. И да, первый УСО предупреждения дают бурятскому борцу. Рано, да, начал успокаиваться. Хорошая подсечка. Неплохая. Ну, якутские болельщики, да, рассчитывали в этом весе. Ох ты! Четырехбальный бросок и опасное положение, да, в положении, да, туше. И надо до конца. Айкар. И что будет туше? Мне кажется, чуть-чуть пока не хватает, да. Одной лопаткой еще не припечатал, но что-то похожее есть, да, можно туше ставить. Айкар Марков, вот он, самый активный болельщик наш, Михаил Васильевич Наговицын. И Айкар Марков стоял всю схватку и готовил вот этот бросок, оказывается. Блестящая победа, бронзовая медаль. И те, кто, да, на трибунах, они стали свидетелями очень хорошего броска. И вот он. Через бедро. За золотую медаль Даниил Пилья, Санкт-Петербург, Алан Антар, Республика Тыва. Айкар Марков. Победитель, призеры весовой категории до 60 Итак, у нас килограммов финал. должны пройти для выхода на Финальная награждение. схватка. Даниил Пилья из Санкт-Петербурга. Он прошел, да, двух наших лидеров до финала. Победил в первом круге Анатолия Иванова из Сунтара.
Ну а в полуфинале Пилия оказался сильнее Сергея Некрасова. Да? Все эти схватки получились вчера очень да, упорными, но борец из Санкт-Петербурга Боковой судья показал вчера очень такие да, хорошие качества в защите. Ну а соперник Алан Ондар буквально да, прошелся по всем соперникам катком. Кого-то тушировал, кого-то да, чисто технически выиграл 10-0. Так что финал нас ожидает очень такой любопытный и интересный. боковой судья Станислав Афанасьев. Действие красный. Красный пассив. Ну, якутские любители борьбы в этой схватке. Не знаю, за кого они будут болеть, но большинство, наверное, за красивую борьбу. Алан Ондар, Республика Тыва, и Даниил Пилия, город Санкт-Петербург. Отсюда включай сейчас. Давай, давай, давай. Минута. Поддавливай, поддавливай. Нужна атака. Вот, дергай. Ну, пока, да, не очень зрелищно. Ну, многие финалы так проходят. Хотя нет, да, предыдущие 3 финала были очень такими захватывающими с участием якутских борцов. Еще раз напоминаем, сборная команды Якутии имеет пока уже 3 золотые медали в категории 57 килограммов. Анатолий Иванов 61 килограммов, Юрий Винокуров и 65 килограммов Артур Попов. И примечательно то, что во всех финалах наши спортсмены победили да, гостей. Анатолий Иванов победил красноярца Федора Павлова. Юрий Винокуров победил бурятского борца Ачира Циденова. А Артур Попов одержал победу над монголом Анх Эрдене Алтангарел. Поединок ведут Даниил Пилия, представитель Санкт-Петербурга в красном трико, в синем трико Алан Андар, представитель Республики Тыва. Второй период начинается. И Даниил Пилия зарабатывает еще 1 балл. 2-0 на табло. Вчера, да, что я заметил, да, у Пилии очень хорошая защита, да. Если, допустим, он поведет в счете, то выиграть, отыграть балл у него практически невозможно. Ну, может и возможно, но во всяком случае наши борцы, тот же Сергей Некрасов или Анатолий Иванов, не смогли пробить его оборону. Пытались всякими разными способами. Но непробиваемая защита была накануне у Ондара. Сильные ноги, крепкая спина. И низкая стойка, да? Это финал в категории 70 килограммов. Мемориала Романа Дмитриева.
В этом году турнир проходит в 12-й раз. И в нем принимали участие борцы из 3 зарубежных стран. Это Монголия, Китай и Молдова, а также регионов России. Всего 127 борцов. И 90 из них — это воспитанники Якутской школы борьбы. Видите, какую защиту, да, показывает Даниил Пелия. Отдает голову, но отсюда никто у него, ну, буквально, во всяком случае, со вчерашнего дня никто баллы не брал. Чем-то напоминает, да, защиту Курбана Шираева. Ставит вот так руку, чтобы в ноги не прошли. Не дают забежать. Ну, я практически на 99% уверен, что Пелия здесь не проиграет. Блокирует все попытки Алана Ондара. Да, нет, все-таки, да, здесь отдает 2 балла Даниил Пеле и Алан Ондар, Республика Тыва. Заставил, да, чуть расслабиться соперника и подловил. Вот сейчас, да, Ленис Спиридонов показывал своим собеседникам, как он именно забежал за спину. Показал вправо, ушел влево. Такой, да, футбольный финт, скажем, борцовский финт показал. И давайте сейчас посмотрим на повторе вот это, да, чемпионский проход. Ну, а после повтора, да, мы с вами увидим очередную церемонию награждения в категории 65 килограммов Артура Попова, где он одержал победу. Ну, а после перейдем на категорию 74 килограммов. Для проведения церемонии награждения приглашаются победитель и призеры весовой категории до 65 килограммов. Начинаем торжественную церемонию награждения весовой категории до 65 килограммов. We started the award ceremony in weight category up to 65 kilos. Награждение медалями, дипломами и денежными сертификатами победителя и призеров, а также тренеру чемпиона производит Амаразхаб Абдулаевич Курамагомедов, судья международного класса, главный судья соревнований и директор ледового городка Сайсары Владислав Романович Федоров. За 3-е место награждаются Зарикто Баруев, Республика Бурятия, Забайкальский край, Валерий Алагуев, Иркутская область. For the 3rd place, the bronze medal goes to Baroev Zarikto, Republic of Buryatia, Валерий Алагуев, Иркутск область. За 2-е место награждается Алтангерел Анх Эрдене, представитель команды Монголии. For the 2nd place,
the silver medal goes to Ankh Erdene Altangerel, Mongolia. Награждается победитель Артур Попов, представитель Республики Саха-Якутия. And the golden medal goes to Artur Popov, Republic of Sakha-Yakutia. Победитель награждается специальным призом. Приз вручает Кантоев Александр Степанович, первый заместитель директора Республиканского училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева. Награждается тренер победителя Афанасьев. Тренер победителя Юрий Афанасьев. Награждается специальным призом победитель. Награждение производит первый заместитель директора Республиканского училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева Александр Степанович Кантоев. В честь победителя звучит гимн Российской Федерации. Церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 65 килограмм. Прозвучал очередной гимн России в честь победителя Артура Попова, Республика Саха-Якутия. Ну а мы идем далее. На очереди весовая категория 74 килограмма. Да, за бронзовую медаль будут бороться Аял Сергеев, Республика Саха, и Константин Слепцов, Республика Саха-Якутия. На другом ковре, на ковре А, Василий Винокуров, Республика Саха, против Доржо Шаростепанова, Республика Бурятия. Ну а мы посмотрим на ковер Б. Центральный ковер. Схватку двух якутских борцов. Вот он, Константин Слепцов. И его соперник Аял Сергеев. Схватка за третье место. Ух ты, какой, да? За пятки подловил сейчас Константин Слепцов соперника. И посмотрим его работу в партере. Да, там едва не включил обе руки. Захват был, да. На промокашку чуть не взял Константин Слепцов, но работает в партере.
почти переворот сделал, но не до конца. Есть 2 балла еще. 4-0. Еще 2 балла. 6-0. Ну, здесь, да, отключил руку Константин. Еще 2 балла. И что-то мне подсказывает, все завершится очень скоротечно. 10-0. Константин Слепцов — это воспитанник Мегина Кангаласской школы борьбы. Чистая техническая победа. Ну и сейчас очень хороший повод, да, посмотреть обе схватки. Мы перейдем на ковер А. На ковре А проходит поединок между Василием Винокуровым и Доржо Старостепановым. А это поединок, да, Василия Винокурова, Республика Саха-Якутия, и его соперник Доржо Старостепанов. Тоже поединок за бронзовую медаль. За 3-е место бурятский борец зарабатывает первые 2 балла. Ну а в финале в этом весе выступит Алексей Захаров, Республика Саха, против Тумена Дандокова из Бурятии. Алексей Захаров — воспитанник училища Олимпийского резерва и уроженец Горного Олуса. Очередной, да, проход в ноги, забеганием на табло 5-0. Да, ну пока в доминирующем стиле эта схватка. Проходит, да. Первый период на этом завершается. 5-0. Впереди бурятский Вольник. На ковре А поединок за 3-е место ведут Василий Винокуров, в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия, в синем трико представитель команды Республики Бурятия Доржо Старостепанов. И начинается у нас второй период. Да, ну, зрителей не так уж много, да, от слова совсем. Где-то, я насчитал, порядка более 150 болельщиков на трибунах. Блокируют все пока попытки, да, в атаке Доржо Старостепанов.
Ну, а Василию Винокурову сейчас приходится довольно тяжело. Так, да, мы сейчас пригласим в нашу студию Артура Попова, чемпиона в категории 65 килограммов. Ну, наверное, по-якутски будем разговаривать с Артуром. Да, Артур Попов, Роман Дмитриев турнирин 65 килога чемпионы бияға келен кыттыста. Артур тан бастан туран делебит финал ырахандык баран испитеди. Бастыгы период кенеттен 7-1, 6-1 етеді. 6-1, 7-1 да. Онытын бастыгы төвімәк кенеттен тренердерін неха тоқтен сөбелері әпіттерей. Тоқтей тұра. Дағанса үлілейін дейіп тұра. Дағанса үлілейхіна білін пұрқалқын ауырқана дейін дейіп тұра. Онтон бәйін тәуетіға ердігіні күйігі. Қолы бір 6-1-ден отын ұрақан шөт бұлдай. 7-1 да. 7-1, 7-1-ден ырқан. Дағанса тұстан мен қаяуытым әбір ұза. Лықмана дейінен қая іздеудым. Табиғи білеуіттен білгі түрәуіт ұбайын Эдуард Попов боларды. Россия кетігілләқ бронза призері. Бәйбәйтің ұтты тұстатшы күтті яңыт бір соғыс бұтты. Нар бәйбәйтің ұтты тұстатшы күтті. Тын Арту Эдуард Ари ұрдығы болады қайдақты аға ұбай кейбіғітінен. Шөй, Кенеттен тұғы қайығын еттін. Тұғы сөбелері амалары дейқа. Пархоттарын үрдәтчі бейгі нар тұстан қаян. Шәзіге тоқпа. Россия кетігілі призерін ба. Сен опытта қиын. Онтон Артур бәйін толығыттан қыл жағын де? Бәйін толығы ол апыдым. Қадастан Қадасқа түрәбіт. Қадасқа түрәбітін де. Онтон білін чөріпчіға әчілі жағын. Чөріпчі өрін бітем, чөріпчі өлін өрінен. Бастай курс. Бастай курс, сеткиска. Тустан отын олта қас сыл болды әчілі біден? Тустуға 2 кластан. Оло, бәғін өйде құттан дейі күдігі бітті. Тоқ сыллақының сұрықтақыны білен тұн бұл медаліне қатуғы берері. Сыл де... Онтан дегені Россия месле қаннады. Сыл мұндық ба. Но білін тұсы өпітті. Тұстан кәлбіп беті Россия. Онда қамын қайын бей күрікта бұдым. Тоқ тейбәті еден санатын ұттынды Манна тоққа Россия төгелерді биді сақау бұд медаль бұтаға дейбітті. Онна разминка психологический. Разминкан еще дома потом. Онна басты керал будем, басты парынан. Экис парынан кебізімді. Еще дек и антиран немаран. Еще дек бастан испол потом. Онтан бірін бұл көйе неқа кінатты тақ бұлла? Бұл көйе. Чуғастынан тоқ күліқтейлер баллары. Білген тоқ. Білген матчай болар 15-ка. Матчай болса Жеренен. Онда білімнен. Онда күттіғана. Онтан уже... Атак, ұлған оқ балақ. Шүббестер гейм бар. Барында күттім. Толыру саған төхі болды білін? Білген 10-ақ сақпын. 10-ақ. Артур ұтын әнеген өрді маңыз тұпаппыт. Аттелебет өсті түгіл қайығынан. Ондан бегені маңды күдік күғыл көміс медалерінен үйірде тұр. Сақа ғылжашылары ұтын тұстуыны тапташылары үддіған кәтәлілер. Ондан үйірді бүкіне өсті түгіл мақтал. Ондан кітатын
Күскі жартанын әбілден сайдан ең әдер жандар. Мақтал. Они хамахтал. Так, это был Артур Попов, да, поделился он своими эмоциями, рассказал о финале. Ну, если дословно переводить, да, то он проигрывал первый период схватки 1-7, но тренеры подсказали, что не стоит останавливаться, на этом схватка не заканчивается, надо идти и бороться до конца, что он и сделал, да, и добился победы в этой упорной схватке. Ну, а мы, да, у нас сейчас, да, проходит финальная схватка, весовая категория 74 килограмма. Алексей Захаров против Тумена Дондокова из Республики Бурятия. И хорошая попытка атаковать, но это действие пока без оценки. Что здесь будет? Смотрим на судью. И 2 балла Алексею Захарову. И, кстати, да, вот сейчас в ложе почетных гостей я вижу, сидит отец Алексея, тоже Алексей Захаров, один из, да, болельщиков ярых якутской борьбы. Ну и арбитр Виктория Барашкова показывает 2 балла. Да, действительно такой немного спорный, да, эпизод. Так, здесь был челлендж с красного угла. И мы сейчас, да, узнаем. Главный судья Омарасхаб Курамагомедов расценит этот бросок. Обоюдный, да, скажем. Очень надеемся в пользу Алексея Захарова. Итак, челлендж проигран и 2 балла Алексею Захарову. Кивает головой Тумен Дондоков. Ну а на табло 0-4. На табло 0-4 в пользу Алексея. Да, ну и этот, да, момент подбодрил, мне кажется, да, разозлил Тумена Дондокова, и он сразу сходу выиграл свой первый балл в этом поединке. И продолжает атаковать. Высокий прессинг. Остается дотерпеть надо здесь. Балла нету. 2-1 секунда. И что показывает 1 балл. Да, 1 балл. Тумен Дондоков продолжает спорить с арбитрами. Требует 2 балла. 2-4. Да, мне послышалось, да, что сейчас сказала Виктория Алексеева. Но, да, 2 балла все-таки дали Тумену Дондокову. 3-4. И почти догнал Тумен Алексея Захарова. Счет здесь был пока, ну, по ходу схватки 4-0. Ну, а потом, да, Тумен Дондоков отыграл
3 балла. Здесь 2 балла дали Алексею Захарову. И у нас второй период начинается. Очередной проход от Тумена. Очень близок он, чтобы выйти вперед по баллам, да. И 5-4 бурятский борец повел. Ну да, Алексей после 4-0 как-то, да, встал. Что делать не следовало. И сейчас уже он в роли догоняющего. Ну, неплохо, да, сейчас защищается. Тем не менее, Тумен Дандоков проходит за спину и еще берет 2 балла. 7-4. Да, разозлили судьи Тумена Дандокова, после которого он выиграл 7 безответных баллов. Но на этом схватка не заканчивается. Впереди еще 1,5 минуты. Алексею Захарову нужно отыгрываться. Почему нет? Нужно и можно. Бороться. Бороться и бороться. Попытка пройти на мельницу. Но в итоге отдают еще 1 балл. Нет, здесь нету ничего, показывает арбитр. Последняя минута. И неподготовленная атака едва не увенчалась. Любит, да, спорить, как мы узнали, Тумен Дандоков с арбитрами. Да, хорошая атака от Алексея, но здесь балла нету. До конца не пошел. И стойка. Чуть-чуть буквально, да, до конца не довел вот эту очень хороший проход. Но да, сейчас тяжелые швунги пошли с обеих сторон. И Виктория Алексеева, арбитр, предупреждает. Ну, да, мощные парни. Категория, да, 74 килограмма. Это королевский вес, как мы любим называть. Да, тоже хорошая попытка. Не увенчалась успехом. И сейчас, да, Тумен Дандоков будет глушить все атаки. Но и здесь, да, ничего нету. В итоге, да, волевая победа Тумена Дандокова в этой финальной встрече. Таким образом, да, на турнире Романа Дмитриева сборная Якутии завершает соревнования с 3 золотыми медалями. Но впереди еще несколько весовых категорий, но, насколько я знаю, там у нас нету чемпионов, да.
79 в финале Аслан Хугаев и Беликто Алхамажапов. 86 килограммов. Там идет борьба круговая, но лидеры наших в числе лидеров тоже нету. Так, церемония награждения победителей весовой категории 70 килограммов. Третье место заняли бронзовые призеры. Айкар Марков, Сергей Некрасов. Республика Саха-Якутия. Награждение проводит старший тренер Федерального центра спортивной подготовки сборных команд России, заслуженный мастер спорта, призер чемпионата мира Федор Петрович Юлшанов. Второе место – серебряный призер Даниэль Пилия, Санкт-Петербург. Первое место – победитель Алан Ондар, Республика Тыва. За воспитание победителя награждается тренер победителя Александр Сад. В честь победителя звучит гимн Российской Федерации. На этом церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 70 килограммов завершается. Начинаются финальные поединки за третье место в весовой категории до 79 килограммов. На ковер А приглашаются Вадим Винокуров, Назим Сафаров, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов. Итак, борьба за следующая третье место. весовая категория
Дамир Шевелев, 79 килограммов. представитель Республики Схватки Якутия, за бронзовые медали. Пантелеймон Сафронеев, С участием Республика Саха, якутских Якутия. спортсменов. Мы посмотрим центральный ковер Б. Вадим Винокуров. Ну, да, нет, мы посмотрим, да, центральный ковер. Здесь Дамир Шевелев, Республика Саха, и Пантелеймон Сафронеев, тоже представитель команды республики, воспитанник Вилюйской школы вольной борьбы. Он в синем трико. Вчера, да, провел очень интересные схватки. Но до финала не хватило. В финале, да, в этом весе поборются Аслан Хугаев и Беликто Алхамажапов, Республика Бурятия. Пантелеймон проходит за спину. 2 балла. И сейчас будет работать в партере. Пока, да, есть переворот. Будет, наверное, еще второй. Или не будет? Да, все-таки будет. 6-0. Атака продолжается. Полдела сделано, да, для Пантелеймона Сафронеева. Ну а Дамиру Шевелеву нужно что-то придумать. Хорошая попытка взять на мельницу. Практически получается. 2 балла есть, еще 2 балла. И на этом поединок завершается. Пантелеймона Сафронеева я хотел видеть, да, в финале. Он был очень ярок накануне. Но вот, да, в полуфинале чуть не хватило, к сожалению. Но мы будем, да, болеть за Пантелеймона в других соревнованиях. Очень хороший, перспективный борец у нас растет в среднем, да, в весе. Наверняка, да, через несколько лет он будет, да, бороться даже в категории 60, 86 или даже 92 килограмма. Мы можем перейти на ковер А, где проходит схватка также 2 якутских борцов Вадима Винокурова и Назима Сафарова. Назим Сафаров ведет схватку со счетом 1-0 пока. Первый период. Это схватка за вторую бронзовую медаль в категории 79 килограммов.
проход от Назима Сафарова. Здесь будет 2 балла. Есть 2 балла. Атака продолжается. 3-0. Будет переворот. Да, есть. 5-0. Еще переворот. 7-0. Да, ну здесь нужно похвалить, да, Назима Сафарова за хорошую работу в атаке в партере. Но и да, Вадиму Винокурову надо, да, хорошенько провести работу на тренировках в защите от наката. Уж больно, да, как-то легко он отдал эти баллы. (7-0). Остается всего 1 минута до конца схватки. Назим Сафаров никуда не спешит. Время работает на него, в его пользу. Ну а Вадиму Винокурову надо как минимум, да, размочить счет. Последние секунды. И да, Назим Сафаров, Республика Саха, становится обладателем бронзовой медали. В этом весе 79 килограммов. Победу одержал Назим Сафаров. Вторую Республика Саха. бронзовую медаль получит, да, Пантелеймон Сафронеев. Тоже была яркая победа. 10-0 в первом периоде. До 79 килограммов. Борьба за золотую медаль. Приглашаются Аслан Хугаев, Санкт-Петербург, Беликто Алхамажапов, Забайкальский край. Руководитель КФК Сергей Семенов. И у нас на очереди финал. Финальный поединок в красном трико. Аслан Хугаев, город Санкт-Петербург. И его соперник Беликто Алхамажапов. Вчера, да, на трансляции мы тоже смотрели за выступлениями обоих борцов. Беликто Алхамажапов был вчера очень хорош, кстати. Впрочем, как и Аслан Хугаев. Победитель, призеры весовой категории до 74 килограммов. Просьба пройти для выхода на награждение.
Красный активнее. Синий активнее. Полминуты позади. Пока разведка. Разведка боем. Это финал в категории 79 килограммов. Да, с учетом этой схватки у нас впереди, да, 4 поединка осталось. Далее пойдут уже схватки по круговой системе. В круговой системе это Давид Манукян против Аркадия Черкашина. «97 килограммов» Ока Леджинов, Бурятия, Альберт Ефимов, Республика Саха. И 125 килограммов Михаил Николаев, Саха, Якутия, против Данила Ахмаева, Красноярский край. Аслан Хугаев, да, проходит в ноги. И 2 балла зарабатывает трудовые очки. Но на этом не заканчивается. Атака продолжается. Достаточно жестко, да, действует борец из города на Неве. Один представитель Санкт-Петербурга уже в призерах нашего турнира. Это Данил Пилия. В категории 70 килограммов он завоевал серебряную награду. Давай, активнее, активнее. Беликто Лхамажапов, Забайкальский край. Ну, Аслан Хугаев, понятно, да, он представляет Санкт-Петербург, но по национальности, да, осетин, судя по фамилии. Аслан Хугаев. Хугаев — это достаточно, да, известная в Северной Осетии фамилия. Да, красиво подловил сейчас Аслан Хугаев соперника и выиграл еще 2 балла. Счет на табло 4-0. Еще 2 балла, 6-0. Но Беликто 1 балл все-таки отыгрывает. И продолжает атаку. Работает на обратный прием. Нет, не вышло. Да, а сейчас проснулся Беликто. Еще 2 балла выиграл. Ну, если да, сейчас что-то он
Если выиграет схватку, то станет, да, настоящим одним из героев нашего турнира. Но пока не получается. 6-3 на табло. Алхамажапов атакует. Но нет. Да, попытался сейчас на такой, да, есть такой прием известный в прошлом. Алхамажаповский. Что-то из этого он хотел сейчас исполнить, но не вышло. Хороший проход от Беликто. Минута 13 остается. Надо, ух ты, жалко, что отпустил. Но уверен, что концовочка у нас будет веселая. Последняя минута. Пытается забежать за спину. Есть... Нет. Хорошую контратаку провел сейчас Аслан Хугаев. И на табло 8-3. И интрига как бы на этом, да, кажется, заканчивается. Были, да, такие моменты, проблески в этой схватке у Беликто Алхамажапова, но Аслан Хугаев показал свои зубы. Но, тем не менее, да, Беликто продолжает атаковать, пытается что-то предпринять. Но, к сожалению, да, время для него предательски истекает. Еще 2 балла. Нет, 2 балла здесь Беликто Алхамажапову. И 8-5. 8-5. Буквально не хватило времени, скажем так, да, для Беликто и Аслан Хугаев. Одно золото турнира Романа Дмитриева улетит в Санкт-Петербург. Поздравляем. Ну а теперь состоится церемония награждения победителей призеров весовой категории 74 килограмма. Победитель, призеры весовой категории до 74 килограммов. Просьба пройти для выхода на награждение.